Династия врачей. Именно так называют семью Горчхановых все, кто знаком с ними. Тамара Тамерлановна на своем рабочем месте даже во время отпуска. Работа в Назрановской городской поликлинике не отпускает. Создать комфортные условия сотрудникам и пациентам – ее главная задача. Для того, чтобы человек хорошо работал и чувствовал себя комфортно, и какая-то от него польза была и отдача, сначала надо им условия создать. Вот с 2015-го мы в этом здании, в новом, вот то подразделение, где мы сейчас находимся, это дневной стационар. Здесь 5 палат, ординаторская, медсестринская, процедурная, складское помещение. А тут тот набор помещений, который должен по стандарту соответствовать. Тамара Горчханова свою профессию не выбирала. Отшучивается, что она сама ее нашла. Быть медиком заложено в генах. Врач во втором поколении, она проработала в больнице более 30 лет, пройдя путь от терапевта до главного врача. Это моя работа. Любить, не любить, там есть какие-то там приоритеты, допустим, там, люблю мороженое или люблю кино посмотреть, это одно. Значит, свою работу надо не любить, а к своей работе надо относиться уважительно. Потому что это, во-первых, не буду говорить, что это смысл жизни. Смысл жизни в другом. Но работа – это то, что ты обязан делать, это твое призвание, наверное, скорее всего. Отдушина на работе, дружный коллектив. Под патронатом Тамары более 300 человек, в том числе и младший брат. Беслан Горчханов врачом не стал, отучился на юриста. Вот уже 10 лет подряд свои юридические знания он применяет в медицине, защищает интересы поликлиники, являясь заместителем главного врача по безопасности. У нас 300 посещений в смену. И вот в поликлинике и в штат около 350 врачей у нас здесь. В мои обязанности входит их полная безопасность, именно в рабочий процесс. Беслан Тамерланович успел поработать и в правоохранительных органах. Учился в Горском кадетском корпусе, что во многом определило его будущую судьбу. Я поступил в Горский кадетский корпус и окончил его с отличием. В 2004 году я поступал в Санкт-Петербургскую академию МВД России. По семейным обстоятельствам дома я перевелся в наш Ингушский государственный университет на факультет юриспруденции и его закончил. Беслан – сын известного ингушского врача-травматолога Тамерлана Курейшевича. Он был травматологом-ортопедом высшей категории и министром здравоохранения Ингушетии. Табличка, которая висела перед его кабинетом, сейчас хранится как семейная реликвия. Это когда отец в Министерстве здравоохранения у нас министром, вот на его двери вот такая вот табличка висела. Вот здесь написано: прием вторник с 15 до 18 часов. Тоже мы ее храним. У нас есть об отце портреты. Но вот такие моменты все равно они как-то... Ну, я считаю, что о своих родных должны хранить какую-то память. Вот она у меня есть. По стопам Тамерлана пошла не только дочь, но и сыновья Магомед и Заур. Одного из них нет в живых, а второй пропал без вести. В семье Горчхановых медиком был не только отец, но и его супруга Раиса Яковлевна, лучший педиатр республики. Вот уже 45 лет подряд помогает лечить больных детей. Педиатром быть – это очень сложно. Это такая ответственная работа. Только вот я 45 лет проработала, и когда приносят тебе такого крохотного ребенка, и когда мама вся дрожит, вся в слезах, ты думаешь, что все нужно выложить, всю душу, чтобы помочь им, чтобы оказать им какую-то помощь. Не хладнокровно идите к тому врачу, идите к этому, отфутболивать его от одного специалиста к другому. Этого я не привыкла. Пойти по стопам старших решило и подрастающее поколение. 2 внуков после школы собираются поступать на медицинский факультет. Тамара Хшогулькова, Асхаб Белакиев, Новости 24.